В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Дань памяти. В Якутске проходит мероприятие в честь 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Цветы герою. Во Владивостоке торжественно почтили память героя России Дмитрия Егорова, уроженца Сунтарского улуса. Глава Якутии принял участие в торжественном собрании, посвященном 60-летию со дня образования Мирнинского района. История района напрямую связана с развитием алмазной отрасли. Не за горами приемная кампания. Расскажем, какие изменения в этом году ждут абитуриентов. Дебют состоялся. В Якутске прошла первая республиканская творческая выставка работ учителей ИЗО и труда. Годовщину полного снятия блокады Ленинграда отметили в музее «Россия. Моя история» в Якутске. Памятному событию в этом году исполнился 81 год. Участниками мероприятия стали в том числе и сами жители блокадного Ленинграда, переехавшие в послевоенные годы в Якутию. О том, как важно помнить, расскажет Саргалана Неустроева. Эльви Давыдовна Ушницкая родилась в 1939 году в Ленобласти. Когда началась блокада Ленинграда, ей было всего 2 года. Тогда же она и потеряла отца. Тот ушел на фронт и погиб при обороне города-героя. А их с матерью отправили на далекий север, в Булунский район Якутии. Там семья прожила 5 лет, и послевоенные годы они встретили уже в Якутске. Нормально жили, ну, конечно, бедно, ничего, одежды не было. Мама работала зимой на отстое, баржи долбила до льда. Ни одежды совсем теплой, ничего не было, спецодежды не давали же. Ну, как-то жили, выживали. Тяжелые годы позади. Здесь, в Якутии, Эльви Давыдовна обрела семью, вышла замуж, родила детей, встретила и внуков, и правнуков. Сейчас ветеран живет в Намском районе, куда когда-то была отправлена по распределению. Женщина признается, жить в деревне ей совсем неплохо, помогает ветерану всем селом. Постоянно приходит социальный работник, все нужно, все делает он. Сахамагатинский, я его знаю с малых лет, поэтому так как он мне, как сын мне совсем все время это поручение даю, что да и сама я еще ездила и за Намцы за лекарствами, за аптекой, в аптеку везде на обследование. А так ничего, все хорошо, нормально. Мне нравится в Хамагате жить. Сложные послевоенные годы застала и Елена Александровна Пахомова. Правда, женщина смеется. Дети есть дети. Тогда, помогая взрослым в госпиталях, они с ребятами пели песни, стараясь не замечать ужасов войны. Будучи уже взрослой, так же, как и Эльви Давыдовна, по распределению попала в Якутию и долгие годы работала на благо республики. Продолжает она делать это и сейчас, будучи членом Совета ветеранов Сайсарского округа Якутска. Основной вопрос – это, вы знаете, вот воспитателю детишек, чтобы они помнили вот эти все воинские сражения, помнили правду о войне, чтобы никто не извращал это понятие, понимаете? Сейчас они детишки, но они подрастают, чтобы они вот это все передали своим детям. Сегодня в Якутии осталось всего 11 жителей блокадного Ленинграда и еще меньше участников Великой Отечественной войны. Со временем ветеранов ВОВ и свидетелей самоотверженного подвига наших предков становится все меньше и меньше. Именно поэтому так важно помнить и чтить. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. В дань уважения памяти пережившим блокаду по всей России проходит акция «Блокадный хлеб». Ее организаторы – общественное движение «Волонтеры Победы». Подробнее об акции расскажет Иржена Гармаева. У меня в руках кусок хлеба весом 125 грамм. Именно столько выдавалось ленинградцам в день в самый тяжелый период блокады. Чтобы помнить о подвигах, которые совершили наши предки, «Волонтеры Победы» ежегодно проводят акцию «Блокадный хлеб». Блокадный хлеб делали из пищевой целлюлозы, жмыха, хвои, выбойки из мешков, а форму смазывали соляровым маслом, ведь другого масла в городе просто не было. В рамках акции «Волонтеры Победы» раздают брошюру с исторической справкой и 125 грамм хлеба. Конечно же, событие блокады Ленинграда – одно из самых значимых трагических страниц в годы Великой Отечественной войны. Данная акция призвана не забывать историю, сохранить историческую память и в данное время бороться также с фальсификацией истории, которая, к сожалению, сейчас происходит.
27 января 1941 года Ленинград был освобожден от немецких захватчиков. 872 дня ленинградцы стойко переносили все трудности, выпавшие на их долю – голод, холод и болезни. Победа в Великой Отечественной войне досталась немыслимой ценой. Что знают об этом жители города? День освобождения Ленинграда. Наше поколение помнит. Вы знаете что-то про блокаду Ленинграда? Сколько весила минимальная норма хлеба? Из чего делали хлеб? Ну, по-моему, все было очень плохо. Делали чуть ли не из бумаги. Да, а сколько по норме, ну там квадратики такие, помните, по-моему, были на человека. Ну, это память, дань уважения падшим и победителям. Как вы думаете, нам важно помнить о подвигах наших предков, сохранять историческую память? Ну да, конечно, нужно помнить. Ну, как минимум, как урок истории, чтобы не забывать, что может произойти. Ну, и как не нужно делать, например. Несмотря на блокаду, город жил. Даже в осажденном Ленинграде жители помогали приблизить долгожданную победу. Изготавливали боеприпасы, ремонтировали танки и пушки. А совсем скоро мы, потомки героев, встретим 80-летие Великой Победы. Эржена Гармаева, Семен Семенов, Якутск. Почтили память мирных жителей Ленинграда и в Южной Якутии. На мероприятии, организованном Нерюнгринским музеем в информационно-технологическом лицее номер 24, побывали наши коллеги. Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии в 6-й раз присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб» и впервые проводит ее в стенах образовательного учреждения. С 2025 года мы решили начать проводить акции в каждой школе Нерюнгринского района. Поэтому в этом году мы начали с информационно-технологического лицея номер 24. Сейчас мы на каждом шагу сталкиваемся с уменьшением роли СССР в победе над фашизмом. И поэтому сюда еще уходят годы войны Великой Отечественной. Но мы должны напоминать подрастающему поколению о роли СССР в победе над фашизмом, о тех жертвах, которые мы понесли. 1 050 000 погибших ленинградцев нам никогда не должны дать забыть об этом. Организаторы акции рассказали юным слушателям о ленинградской блокаде и ее символе, страшных цифрах потерь советского народа, а также почтили память погибших и умерших от голода и болезней ленинградцев минутой молчания. Юные школьники прочли трогательные строки в память об этой исторической вехе. Мне кажется, когда гремит салют, погибшие блокадники встают, они к Неве по улицам идут, как все живые, только не поют. Не потому что с нами не хотят, а потому что мертвые молчат. Мы их не слышим, мы не видим их, но мертвые всегда среди живых. Ключевой символ акции – кусочек хлеба весом в 125 грамм, который раз в день получали жители окруженного Ленинграда. Сегодня его смогли взять все участники акции. И это не просто хлеб, это символ стойкости и героизма, символ гордости за наших защитников. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Во Владивостоке состоялось торжественное возложение цветов, приуроченное к 50-летнему юбилею Героя России Дмитрия Егорова, уроженца Сунтарского улуса. А также мероприятие прошло в рамках 81-й годовщины блокады Ленинграда. Символично, что оба события совпали. Мероприятие прошло в 155-й гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, собрав студентов, земляков и военнослужащих из Якутии. Цветы возложили у бюста героя, вместе с ними была положена и горсть родной земли. Крайне важно освещать подвиги героев, которые, возможно, не войдут в историю по разным причинам. Мы сейчас не знаем, как дальше будет. Но поколение, которое подрастает, оно уже сейчас. Оно открыто к информации, оно открыто к знаниям. И именно положительными примерами героев, именно их жизни, то, как они жили до того, как добровольно приняли решение защищать свою родину с оружием в руках, они должны это знать.
К другим темам. Глава Якутии Айсан Николаев принял участие в торжественном собрании, посвященном 60-летию со дня образования Мирнинского района. Мирнинский район по праву считается одним из самых динамично развивающихся районов республики, а также центром алмазодобывающей промышленности России. История района напрямую связана с развитием алмазной отрасли. Но главное достояние алмазного края – это его люди, которые, несмотря на суровые климатические условия, добывали алмазы, строили города и поселки, обустраивали социальную инфраструктуру и собственный быт. Мирнинский район, вот как мы сейчас видели тоже, он создавался в то время, когда страна, преодолев самые страшные последствия Великой Отечественной войны, вышла на невиданные ранее темпы развития народного хозяйства. В числе строителей новой жизни Алмазного края были многие участников войны, солдат Победы, которые сокрушили фашизм. Их подвиг сегодня продолжают мирницы, которые стали на защиту Родины. Среди них и герои России из Мирнинского района. Николай Евдокимов, Руслан Халиков. Год 80-летия Великой Победы объявлен в нашей республике годом защитника Родины. В стране это год защитника Отечества. Уверен, что этот год еще больше укрепит связь поколений, вдохновит нас примерами истинного патриотизма и силы духа нашего многонационального народа. В селе Тасюрях Мирнинского района построят многофункциональный центр. Средства на строительство уже выделены. Сегодня идет конкурс. Об этом сообщил глава района на ежегодном отчете перед населением. Как прошла встреча с жителями села, какие проблемы волнуют граждан, смотрите далее. В селе Тасюрях на сегодня живут более 500 человек. Здесь растет число недропользователей, ведущих работы на территории наслега. Это хорошая тенденция, но иногда создает проблемы. Как это было состоянием муниципальной дороги, которые подрядчики используют для движения тяжелого транспорта. Насчет дороги, весной к нам вообще вроде не приезжали, летом вообще невозможно ездить. Сколько машин сломали, сколько раз застревали. Недропользователям им все равно, у них большие машины, проехали, невозможно ездить. Этот вопрос никак не решается. Как будто тут людей нет вообще, не живут никого. Жители очень жаловались на ситуацию, при которой приходилось ограничивать движение к селу. Но в целом с предприятиями нефтегазового сектора Убатобинского наслега налажены дружеские партнерские отношения. К примеру, в своем полигоне они складируют ТБО села. При участии района помогают ремонтировать социальные объекты, занимаются газификацией и благоустройством. ТБО не работает, уже третий день не работает. А что это? 4 же когда-нибудь сделают или не сделают? Вот такой вопрос есть. В прошлом году связи нет, в этом году. Это когда-нибудь должна закончиться. Главным из которых по остроте стал вопрос работы интернета. В этот день село вновь оказалось без интернета. Связисты предположили порыв оптоволокна. В прошлом году наслег жил без интернета несколько месяцев. Мы выделили средства, провели аукцион, чтобы альтернативный интернет сюда завести. К сожалению, подрядчик, который выиграл аукцион, провел линию свою дополнительную по сетям Ростелекома, и на сегодня мы такую ситуацию опять имеем. Но этот вопрос все равно будем отрабатывать. На сегодня у сельского дома культуры пока нет своего здания. Старое аварийное строение уже снесено. Пока до постройки в селе многофункционального центра сельский дом культуры арендует здание бывшего магазина. Но многие мероприятия стараются проводить в школе, на стадионе и даже на улице. Но тем не менее, жители с удовольствием принимают участие в сельских праздниках. В свою очередь, глава района по строительству многофункционального центра рассказал, что идет конкурс. Средства на строительство уже выделены. Ожидаются итоги подачи заявок. Анна Васильева, Мирный. В Алданском районе также стартовали традиционные отчеты глав поселений. По традиции мероприятие проходит в совмещенном формате, когда перед населением ответ держит глава района и глава поселения. Подробности в материале наших алданских коллег. Отчеты исполнительной власти перед населением давно и прочно закрепились в сознании народа и ежегодном календаре, где на их проведение приходится конец января, начало февраля. В этом году в Алданском районе отчеты стартовали с Нижнего Куранаха и села Икакит.
Сейчас население уже уходит от бытовых каких-то моментов, да, там у кого-то холодно, либо что-то это, да, то есть ставят действительно граждане осведомленные, ставят максимально такие глобальные вопросы. Это и газификация, это и переселение из ветхого аварийного жилья. Конечно же, также на повестке традиционно вопросы, касаемые благоустройства территорий, асфальтирования, также вопросы, связанные с работой управляющих компаний, ну и ресурсоснабжающих также. То есть обеспечение жильем, конечно, ну и уровень зарплат тоже находится не на последнем месте. Согласно данным статистики, за прошлый год оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил более 216 миллиардов рублей, что составляет 135% к аналогичному периоду 2023 года. В строительной отрасли объемы работ выросли на 38%, а в жилищном строительстве на 12%. По республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году были введены в эксплуатацию и заселены 13 многоквартирных домов. В новостройки переехали 1162 человека. В прошлом году свое поголовье увеличили оленеводческие хозяйства. Алданское агропромышленное предприятие получило технические условия для производства восстановленного молока, кефира и сметаны. Молочная продукция соответствует всем санитарным и ветеринарным требованиям и успешно реализуется в магазинах Алданского района. 24-й был объявлен в России годом семьи, и первыми, кто ощутил особое внимание, стали семьи участников специальной военной операции. С ними проводили встречи, мероприятия, оказывали информационную и материальную поддержку, устраивали акции и праздники. Не забывали и о защитниках Отечества. За прошлый год мы подсчитывали, у нас есть все с собой, ну так скажем, наши выписки 32 миллиона. Это финансовых и материально-технических средств на 32 миллиона. Отчеты глав поселений завершатся в начале февраля в отдаленных населенных пунктах района. Их сменят отчеты правительства республики, которые в Алданском районе начнутся с 13 февраля. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алданский район. С этого года изменились правила приема в вузы. Так, например, при подаче документов абитуриентам не нужно предоставлять оригиналы аттестатов или дипломов. Достаточно заполнить согласие на зачисление. Подать документы можно лично, придя в приемную комиссию вуза. Также можно отправить документы по электронной почте или передать их через единый портал госуслуг. Напомню, с ЕГЭ нужно определиться к 1 февраля. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Среди школьников кто-то будущую профессию еще выбирает, кому-то думать уже не нужно. Как и каждый год, один из самых волнующих для абитуриентов вопросов – есть ли бюджетные места. СВФУ выделил в этом году более 3800 бюджетных мест. Среди них более 3000 на программы бакалавриата и специалитета, а 600 мест на магистратуру. Всего обучают по 167 образовательным программам, из них 2 новые актуальные специальности. Информационная безопасность автоматизированных систем – это в Институте математики и информатики. Всего установлено 25 бюджетных мест по очной форме. Новая программа магистратура – это на геолого-разведочном факультете, магистратура по очно-заочной форме, нефтегазовое дело. Всего будет 9 бюджетных мест. Ну а агроуниверситет готовится принять свыше 770 обучающихся на бюджетные места. Из них на высшее образование выделено 646, на среднее профессиональное – 125 мест. Всем известно, да, по IT-специальностям у нас в этом году 20 мест выделено. Так, по лесному делу у нас 20 мест, по очному, да, по агроинженерии востребованные места, по общественному питанию, по зоотехнии, вот, по ветеринарии. Даже в самый престижный вуз на бакалавриат и специалитет можно поступить без высоких баллов ЕГЭ. Существует 2 вида льгот – поступление без вступительных испытаний и творческий экзамен. И та, и другая льгота полагается олимпиадникам и призерам разных соревнований. Кроме того, на льготный прием могут рассчитывать абитуриенты, которые идут в вуз по квотам. Есть 3 вида – отдельная, особая, целевая. Также у целевиков теперь есть возможность получить за индивидуальные достижения не 10 баллов, а 15. Дополнительные 5 им прибавят за участие в профориентационных мероприятиях. Напомним, завершается прием документов от всех абитуриентов 25 июля. Даяна Федорова, Элита Махно, Семен Семенов, Якутск. Ну а далее смотрите обзор самых заметных событий за последнее время от наших коллег из Ленского района. Как обычно, выходные в Ленском районе прошли продуктивно. Состоялись различные мероприятия, среди которых конкурс «Алмаз» и «Жемчужина» технологического техникума. Он
прошел в преддверии Дня студента. 11 самых активных, креативных и веселых студентов профессионального учебного заведения приняли участие в этом захватывающем состязании. Традиционно конкурс состоял из нескольких этапов. В первую очередь ребятам предстояло ответить на вопросы викторины. Все они были о российском студенчестве. Следующим был этап – творческий конкурс. Здесь участники продемонстрировали свои таланты, читали стихи, танцевали, пели и играли на гитаре. Показывали мастерство фланкировки. В завершении конкурса участники вышли на сцену в образах исторических персонажей. Творчество не знает границ. В Якутске прошла первая республиканская творческая выставка работ учителей ИЗО и труда. Инициаторами мероприятия выступил Институт развития образования и повышения квалификации. Подробности в следующем сюжете. Работы участников были представлены по 15 номинациям. Труд каждого из участников оценивали порядка 40 специально отобранных членов жюри. Одна из участниц, Елена Ли, представила несколько картин о сюжете Олонхо Ниргун Ботов Стремительный, за который она получила первое место в номинации «Макетирование и бумагопластика». Картины были выполнены в технике квиллинг. Ну, это бумага кручения, это техника японская. В принципе, она несложная и очень увлекательная. В принципе, на одну работу, на одну картину создания уходит 1 месяц. А так на все воплощения картины ушло 1 год. Василий Гоголев, также занявший первое место в той же номинации, отметил, что тяга и любовь к резьбе передается у них в семье из поколения в поколение. На выставке он представил искусно вырезанные из дерева фигуры, созданию которых он учит и детей в школе. Я закончил Намское художественное педучилище и вот люблю работать из древесины, скульптурные работы и учу своих учеников искусству, что-то своими руками делать. Ранее выставка проводилась только на городском уровне. Нынешнее же мероприятие собрало 122 учителя ИЗО и труда с разных районов республики, которые, кроме представления своих работ, обменялись творческим опытом. Данная цель – популяризация всех видов творческой деятельности учителей. Наши учителя не только работают с детьми, не только детей учат на уроках, готовят к научно-практическим конференциям, к чемпионатам профессионалов, но у них еще остается время для вдохновения. И каждая работа уникальна. В каждой работе учитель вложил свою душу, умение. Также на выставке были представлены мебель с якутскими узорами, деревянные фигуры, украшения из кости и национальная одежда, а также вышивка и многое другое. Для каждого участника выставка – это шанс показать себя и свои навыки, а вместе с тем узнать что-то новое для себя. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Обычные выходные в Ленском районе прошли продуктивно. Состоялись различные мероприятия, среди которых конкурс «Алмаз и жемчужина технологического техникума». Он прошел в преддверии Дня студента. 11 самых активных, креативных и веселых студентов профессионального учебного заведения приняли участие в этом захватывающем состязании. Традиционно конкурс состоял из нескольких этапов. В первую очередь ребятам предстояло ответить на вопросы викторины. Все они были о российском студенчестве. Следующим был этап – творческий конкурс. Здесь участники продемонстрировали свои таланты, читали стихи, танцевали, пели и играли на гитаре. Показывали мастерство фланкировки. В завершении конкурса участники вышли на сцену в образах исторических персонажей и знаменитых киногероев. Все конкурсанты получили призы от спонсоров и дипломы. Техникум у нас технической направленности, поэтому, конечно, поначалу было сложно, но очень раскрылись. Я могу сказать, что наши дети очень талантливые. Просто им нужно чаще участвовать, чаще мелькать, выступать, показывать свое творчество. На протяжении нескольких дней в Доме культуры «Юность» проходит выставка работ районного конкурса научно-технического творчества, посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ребята представили военные конструкции, макеты, оружие победы, созданные своими руками. Представлено в 3 номинациях. Это военная реконструкция, то есть макеты, это оружие победы, это поделки своими руками ребят создали и, естественно, рисунки. Рисунки, где изображена радость победы именно глазами детей.
Научиться управлять беспилотником, а также программировать их и моделировать могут ленские школьники. Кружок «Квадрокоптинг» открылся на базе Центра дополнительного образования СРГ в сентябре 2023 года. В учреждении оборудован специализированный технический класс. Обучение работе с беспилотниками проводится на компьютерном симуляторе. Обучающиеся выбирают профиль со своим квадрокоптером и оттачивают навыки пилотирования на FPV-дроне. В начале учебного года мы летали на дронах именно начального уровня, то есть чтобы дети поняли, что это такое, а после чего мы именно приступили, проходим полеты на симуляторах, именно подготовка на полеты для FPV-дронов. Чтобы получить допуск к полетам на настоящем FPV-дроне, мальчикам нужно сначала сдать норму времени на симуляторе. Из 10 обучающихся он есть пока у 5. После демонстрационных полетов самые смелые пробуют свои силы в пилотировании уже не виртуального, а настоящего квадрокоптера. Практические занятия у ребят проходят в актовом зале. Управлять дроном занятие не из легких. Усложнено оно еще и тем, что сначала нужно пролететь в очередь такие ворота, а после еще сделать вираж змейкой. Сегодня парк беспилотных летательных аппаратов насчитывает 14 квадрокоптеров. В этом году на средства спонсорской помощи будет закуплено дополнительное FPV-оборудование, VR-очки, аппаратура управления для дронов и сами FPV-квадрокоптеры. Также будут приобретены комплекты для сборки дронов. Уже несколько лет в Центре дополнительного образования СРГ работает кружок «Кастом» по росписи одежды. Его посещает более 60 обучающихся. Занятия ведет молодой креативный педагог Альбина Колбик. Роспись по ткани очень интересное и увлекательное занятие. Ребята с удовольствием расписывают свою одежду: футболки, шорты, шоперы, кожаные куртки и кепки. Ребята рисуют не только на одежде, но и на холстах, участвуют в конкурсах и занимают призовые места. Такими были события уходящих дней. На этой неделе пройдут не менее интересные мероприятия. Так, уже в эти выходные состоится открытое первенство Ленского района по пауэрлифтингу. В нем примут участие сильнейшие спортсмены со всего района. Также традиционно приедут гости из города Мирный. Об этом и других событиях мы расскажем уже в следующем выпуске. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в эфире.